Горвальд. Аслан, твое мнение об европейской диаспоре Чечни при СССР. Мой покойный отец несколько лет жил в еврейской семье, снимая комнату в еврейском квартале Грозно. Он всю жизнь с теплотой вспоминал о них. Евреи, грозненские наши евреи, наши граждане, первые, когда мы из Казахстана вернулись, евреи единственная нация, ну как мне мой дед рассказывал, которые без денег возвращали нам наши дома, даже кого заселили. И, ну, просто возвращали. Например, у меня по маме дедушка, двоюродный дедушка, да, дедушкин брат, выкупал, он приехал к себе в дом и жил, был свинарник, он вычистил его и поселился у себя в доме и должен был расплатиться с русским, который жил в доме. И пока не набрал определенную сумму, там собрал, заработал и отдал этому человеку, чтобы он покинул его дом. Да? То же самое по отцу. Дед вернулся, у нас там жил аварец. И были конфликты, ссоры, конфликты. И тоже заплатили ему, он освободил наш дом. Евреи этого не делали. Когда мы вернулись, начали возвращаться русские, ну, коммунисты, скажем так, да, начали поселять чеченцев и евреев вместе. Потому что чеченцы будут долбить евреев, евреи будут там хитрить там чеченцев, и что всегда у них будет какая-нибудь нелюбовь. Но получилось ровным счетом наоборот. Евреи и чеченцы спелись так, что уже все чесали репу, что с ними делать. Да, Макс Гартнер. Московская улица, это еврейская слободка в Грозном была. Да. Уже не знали, что делать. И получилось так, что не могли сделать. И у нас была очень сильная дружба с евреями, грозненскими нашими евреями. Но когда вот Дудаев пришел к власти, мы объявили о независимости, ну, объявили независимости до того прихода, как Дудаев пришел. Мы вышли из Советского Союза, развалился Советский Союз, и потом Дудаев пришел к власти. У нас был ректор университета, Канкалик его фамилия, как сейчас помню. Так вот, этого человека убили специально для того, чтобы он был очень уважаем среди еврейской среды, среди еврейской общины человек, вхож во все круга, ну, всеми чеченцами, у нас там уважаемый человек был. Вот, короче говоря, его убили, его похитили. Это сделали пророссийские там бандиты. Короче говоря, так что с евреями у нас все было отлично.